Здравствуйте, слышно? Да, слышно хорошо. Меня видно? Да, видно. Да-да-да. Все видно, да, слышно. Ага. Вот, меня зовут Калува Нургуль, я из города Павлодар. Хочу с вами проконсультироваться по поводу того, как мы, активисты, собирались в Талапкере 24 июля и ходили Зират Басна читать дуа. 3 августа этого года меня осудили, был суд, вменили мне штраф 83 тысячи. Только за то, что я ходила в Талапкере на Зират Басна, Дулату Агадиль, читали Коран. Ну, как бы мы сделали то, что нам Назарбаев таки говорил. Пройдите по кладбищу. Мы прошлись, сделали то, что он сказал. И в итоге, получается, нас за это и оштрафовали. Кого-то посадили. Потом 8 числа был Ашдуга. Меня 3 числа как привезли после суда домой. Так до 8 августа в 15:00 преследование уехало. Вот неделю меня преследовали, чтобы я не уехала на 8 число в Талапкер читать Ашдуга. Вот, я бы хотела у вас проконсультироваться, насколько законно это. Вменили мне штраф эти 83 тысячи. И неужели сейчас наши исторические культуры и традиции соблюдать стало, получается, незаконным? Вот, хотела бы проконсультироваться с вами. Благодарю, я вот услышал сейчас, на сегодняшний день, мною поданной апелляции, я как раз защищаю, представляю интересы как раз вот по тем вопросам, которые вы поднимаете. Относительно, вот я начну со второго, вот вы говорили, вас преследовали, вот у вас это прозвучало, я вот вначале к этому вернусь. Так как вы не являетесь участником уголовного производства, так как вы не являетесь должником по гражданским спорам перед судом, у вас есть свобода передвижения, о котором говорит 21 статья Конституции. Вас никто не имел права ни в какой мере ограничивать ваше передвижение. Соответственно, любая попытка воспрепятствовать проезду, оно нарушает ваше конституционное право. Теперь относительно вашего преследования, что вы здесь говорите. 12 статья Конституции у нас говорит неприкосновенность личности. Она гарантирует вам, то есть государственная власть, включая КНБ, включая полиции, они обязаны сохранять вашу тайну и ваше право на тайну и исключить полный контроль над вами. То есть они, наоборот, вас должны охранять, чтобы за вами никто не следил. Если вы не являетесь участником уголовного процесса, а вы им как таковым не являетесь, соответственно, в этой части любое негласное расследование или там наблюдение за вами, оно незаконно нарушает ваше право, предусмотренное 17 статьей Конституции. Теперь относительно АСА 24 июня, который вот у нас проходил в Талапкере. Данное событие у нас было освещено в средствах массовой информации. Насколько нам это известно, это собрались люди на Асар, чтобы построить дом покойному Дулату Агадилу. Ну и, соответственно, в тот период как раз это уже прошло именно карантинное мероприятие, когда много людей не смогло собраться, а 24-го карантина уже как такового не было. Соответственно, здесь люди, собравшись на Асар, получив это наши традиции. И теперь поминание души, бейт басна, как мы говорим, на кладбище пройти, именно дать дань уважения памяти человека, прочитать Коран, это непосредственно то, что идет испокон веков
для нашего казахского народа, который мы на сегодняшний день чтем и соблюдаем. 18 статья всеобщих прав человека, вот декларация, которая была в 1948 году принята, она говорит, что каждый человек имеет право соблюдать традиции. Это право человека, ибо национальность – это также особенность принадлежности какой-либо группе людей или какому-то общине. То есть, вот, например, мы говорим, мы принадлежим к казахам, у которого имеется большая культура, и мы на сегодняшний день представляем эту культуру. И теперь 37-я статья Конституции Республики Казахстан у нас говорит, что гражданин Республики Казахстан обязан соблюдать культурные традиции и обычаи. Таким образом, вы, выполняя эти традиции, эту традицию, нашу традицию, и когда вы пошли бить басна, вы выполнили то, что предназначено, то, что делали наши предки. Здесь ничего противозаконного нету. Теперь, когда мы видим, что из вот этого похода на это кладбище, здесь говорят, что это был несогласованный митинг, здесь тогда у нас аналогично вытекает вопрос. Это получается, что Псалгисев или Казахстан, мы тоже должны отталкиваться от закона о митингах. Мы же там же тоже будем собирать, мы же тоже там будет определенные традиции делать. Тем более, вот вы сами сказали, подчеркнули именно тот момент, что когда-то господин Назарбаев говорил, вам плохо, идите, сходите на митинг. То есть он же отталкивался от этой статьи. Поэтому в любом случае эти административные наказания, якобы за какое-то шествие, о чем здесь говорят, оно у нас противоречит не только закону, конституционному закону и Конституции, оно также покушается на нашу культуру. Ибо если басна бару, Коран окушин, махсатмен, как прочитать Коран душе умершего и посчитать это правонарушением, общественной опасностью, то я считаю, тогда культура казахов, как и сам казахский народ, у нас попадает под большую опасность в будущем. Ибо запрещать и выполнять традиции народа, это пытаться заставить забыть нашу память, это пытаться заставить забыть нашу историю. Это то, что нас объединяет. Ну и, соответственно, если это мы все забудем, то и будущее нашего народа под большим вопросом. Вот я так отвечу это. Могу я, например, спросить, можно ли, например, считать это неравенство или какая-то дискриминация, если, например, где-то в Актау у генерала были похороны, когда мама умерла, и собирались также столько же людей, как и у нас, но почему-то там не считается правонарушение, а у нас считается. Я с вами соглашусь, потому что в Международном пакте о политических правах человека у нас говорится, не допускается, это там статья 26, не допускается дискриминация человека по принадлежности, идет перечисление. Вот вы сейчас привели пример. Вот там провели в Ахтау традиции, мероприятия, там никак не отреагировали. Здесь же в Талапкере мы провели мероприятие, и нас привлекли к административной ответственности. Да, если просто поставить на одну плоскость данные вот эти два события, то здесь, конечно, у нас имеются признаки дискриминации по политическим убеждениям. Почему? Потому что здесь, можно как, свободомыслящие, можно вот так, те, которые оппонируют действующей власти, я не говорю, что здесь воюют, я говорю, что оппонируют, они не согласны с политикой. Это вполне допустимо. 5-я статья Конституции Республики Казахстан у нас говорит, Казахстан допускает политическое и идеологическое многообразие. То есть она сама допускает, она сама говорит, пусть у меня будут оппоненты. И теперь, когда оппоненты объединяются, они говорят, извините, вы нарушаете закон, а те люди, которые в системе выполняют вот эти свои традиции, у них все нормально, то здесь, да, здесь
признаки все-таки присутствуют. Признаки дискриминации по убеждениям. То есть в этой части, я считаю, здесь имеется нарушение статьи 5 Конституции Республики Казахстан и 26 статьи Декларации прав человека. Мгм. Все, спасибо. Долго не буду вас задерживать. Спасибо большое. До свидания. Ага, До Казахстан. свидания.